Друзья, добрый день! Сегодняшний урок у нас тема отрицательная форма глагола, и это заключительный урок по этой теме. Вы скажете, наиболее внимательные, что у нас осталось два времени. Да, действительно, это переходное прошедшее время глагола и предположительное время глагола. Вот их мы сегодня и рассмотрим. Начнем с переходного. Переходное прошедшее время глагола. Давайте вспомним формулу. Как звучит утвердительный вариант. Это основа глагола плюс суффиксы атен, етен, итен, итен. И плюс личное окончание мын, мен, сен, сен, быз, без, сес, сес. Обращаю внимание на суффикс быз, без. Еще раз вспоминаем, что мы, первое лицо множественное число, после буквы «н» имеет личное окончание «без», «без». И суффикс переходного прошедшего времени давайте разберем, вспомним, как мы его образовывали. Это суффиксы «а», «е» и краткое. Это суффиксы переходного времени. «Ты», «те». Это суффиксы прошедшего времени. Ну и буква «н», чтобы хоть как-то отличаться. Вспомнили? Теперь давайте посмотрим. А еще лучше подумайте, и сможете ли вы самостоятельно образовать формулу отрицательной формы глагола в переходном прошедшем времени. Мы помним, что суффиксы отрицательные мы ставим сразу после основы глагола. И получаем основа глагола плюс суффиксы ма, ме, ба, бе, па, пе, плюс итын, итен и плюс личное окончание мын, мен, сен, сен, без, без, сес, сес. И обратите внимание, что здесь нет суффиксов атын, етен, потому что отрицательные суффиксы ма, ме, ба, бе, па, пе заканчиваются на гласную либо а, ма, ба, па, либо е, ме, бе, пе. Давайте разбирать на примере. Оку – читать, учить. Разбираем слова исключения. Это глагол исключения. Вспоминаем, какая у него основа. О-кы. Правильно. ОК заканчивается на гласную, значит мы добавляем итын. Ну и поскольку не зря же он звучит как глагол исключения, и плюс и краткое будет и окитын. И добавляем личное окончание окитынбыс. Мы получаем мы постоянно читали. А как вы сделаете отрицательную форму глагола, зная формулу, и понимаем, что буква «и» – это сумма букв «ы» и краткая, а основа глагола у нас «ок». Значит, получаем «окымайтынбыз». Мы постоянно не читали. То есть основа «ок», а к ней уже идет суффикс отрицательный ма. Хую – наливать. Тоже глагол исключения. Вспоминаем, что если глагол заканчивается на букву ю, то основа глагола будет заканчиваться на, правильно, на и краткую. То есть хуй будет основа. И краткая это как сонорная. Значит, мы добавляем атын. И краткое плюс а будет я. Хуятын. Добавляем личное окончание. Хуятынсыз. Вы постоянно наливали. А теперь попробуйте перевести, как будет вы постоянно не наливали. Правильно. Хуймайтынсыз. Хуй – основа, ма – отрицательный суффикс, и дальше итынсыз. Давайте составлять предложение.
Мен мына ауылда турмайтынмын. Для начала разберем слово турмайтынмын. Туру глагол, тур основа, да? Туру это стоять, либо жить. И как мы переведем? Я в этом ауле не жил. То есть раньше я никогда не жил в этом ауле. Дальше. Сен тузды киярларды жемейтін сын. Да, обычно ты не ел соленые огурцы. Вот теперь смотрите. Обычно раньше ты не ел соленые огурцы, но у тебя поменялись вкусовые привычки, и теперь ты их ешь. Обычно так бывает с беременными, да? До родов там, до беременности пиво запах не переносила, а потом вдруг начала пить литрами. Вот в каких случаях мы используем переходное прошедшее время. Жемейтен сен. Дальше. Без сүркешті сықпайтын біз. Ой, молодцы, конечно, мы тряпку не выжимали. Хотела только разобрать глагол сықпайтын біз. Сыгу выжимать. Здесь регрессивная ассимиляция. Г меняется на К, как только убираем гласную, да? И получаем сыкпай, па. У нас будет отрицательный суффикс начинаться с глухой. Сыкпайтенбыз. Молодцы. Следующее. Сес мна саяжайда болмайтенсыз. Ну, здесь все понятно. Молодцы. Вы не были на этой даче. Так, вроде бы все понятно. Разобрались. Давайте теперь рассмотрим предположительное время глагола. И еще раз я подчеркиваю, что это время, именно отрицательная форма предположительного времени глагола, это исключение. Вспоминаем формулу. Утвердительную форму предположительного времени глагола. Это основа глагола плюс суффиксы «ае» плюс «р» и плюс личное окончание «мын», «мен», «сын», «сен», «мыс», «мэс», «сыс», «сэс». Если основа глагола заканчивается на согласную, то у нас сначала идут суффиксы «ае», потом «р». А если у нас основа глагола заканчивается на гласную, то сразу идет суффикс «р». А теперь давайте посмотрим формулу отрицательной формы глагола в предположительном времени. Как бы вы ни гадали, не угадаете, потому что это исключение. Основа глагола плюс отрицательные суффиксы бабе, папе, маме плюс «с». И плюс личное окончание пын-пен, сын-сен, пыс-пэс, сыс-сэс. Откуда взялась буква «с», если у нас в утвердительной форме буква «р»? Это тайна, покрытая мраком. Дело в том, что из любой утвердительной формы любого времени глагола мы делаем формулу отрицательной формы. Временные суффиксы у нас остаются прежние. И только предположительное время глагола у нас почему-то буква «р» меняется на букву «с». Чем не угодила, непонятно. Вот это надо запомнить. Ну и поскольку буква «с» глухая, то у нас и личные окончания будут глухие. Пын-пен, пыс-пэс. И еще раз. Многие просили, подписчики просят, что не просто проговаривать, а вот такие важные моменты прописывать. Вот для вас я и набрала, напечатала. Обратите внимание, что в построении предположительного времени глагола после отрицательных суффиксов бабе, папе, маме вместо суффикса «р» применяется суффикс «с». И поскольку суффикс «с» глухой,
то личные окончания у первого лица будут пын, пен, пыс, пес. А теперь давайте разбирать на примере. Бару – ходить. Бармас – пыс. Как вы переведете? Смотрите, бар – основа, ма – отрицательный суффикс, с – суффикс предположительного времени в отрицательной форме. И личное окончание пыс. Ну, пыс уже говорит, что это мы, да? И буква с предположительная, значит, переводим. Бармас пыс. Мы, возможно, не пойдем. А как вы переведете бармассыс? Правильно, бармассыс. Вы, возможно, не пойдете. Кстати, иногда можно услышать и сокращенный вариант. Но это действует только в первом лице единственного числа. Что происходит? Личное окончание пын-пен и суффикс «с» сокращаются до одной буквы «н». То есть основа глагола плюс суффиксы ма, ме, ба, бе, па, пе и плюс «н». И это значит, что это будем переводить, что я, возможно, что-то не буду делать. Первое лицо – единственное число. Например, бармаспын. Я, возможно, не пойду. Или сокращенно барман. Я, возможно, не пойду. Жабу – закрывать. Рассматриваем следующее слово. И обращаем внимание, что Б буква, да, у нас здесь регрессивная ассимиляция. Б меняется на П. Жабпасын. Правильно, жабпасын ты, возможно, не закроешь. Жабпаспын. Правильно, я, наверное, не закрою. А как мы этот же перевод сделаем сокращенный вариант? Я, наверное, не закрою. Молодцы. Жабпан. Жабпан. Я, наверное, не закрою. Составляем предложение. Мы, возможно, не закроем книгу, если вы будете читать. Обратите внимание, какие уже сложные предложения вы можете переводить. И еще обратите внимание, что здесь есть условное наклонение. Без кадапты жапаспыс, егерсес окасанас. Разбираем. Жапаспыс. Мы, возможно, не закроем. Окасаныс, если вы будете читать. В принципе, здесь вам все понятно. Мы все это проходили. Если я дам вам деньги, то вы, возможно, не закроете ресторан. Мен сізге ақша берсем, сіз мейрамхананы жаппассыз. Жаппассыз понятно, да? Вы, возможно, не закроете. И берсем, если я дам. Акша, почему здесь нет суффикса винительного падежа? Вспоминаем, потому что деньги, они вот, пока не определены, что за деньги. Как в английском языке. Есть определенный артикль the и есть неопределенный артикль e. Если про ресторан мы понимаем, что это вот конкретно ресторан закрывается, да, то здесь есть суффиксы винительного падежа. Мейрамхананы. А деньги, ну какие вы мне деньги дадите? Те, эти, мои, ваши. Пока непонятно. Поэтому можно просто сказать без суффикса. Акша. Вот и все, друзья. Наш урок закончен. Мы с вами всю тему отрицательная форма глагола разобрали. Следующие уроки у нас будут совершенно другие темы. И мне кажется, более интересные. Поэтому не забывайте поделиться ссылкой с теми, кто хочет изучать казахский язык, но не знает, с чего начать и как это делать. Ставьте лайки, подписывайтесь.
подписывайтесь, конечно. Буду очень рада. Еще раз вам всего доброго. На этом все. Пока.